Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для водолеев. Посмотрим, что ждет нас в этом месяце. Выпадает карта как раз водолея, да, это у нас король мечей, которая как раз и будет вашу энергетику показывать. То есть очень для вас удачный месяц. Первая часть месяца отшельник, вторая часть месяца середина — это десятка чаш, и окончание старший аркан смерти. Это отношения, работа, финансы, здоровье и итог этого месяца. Очень хороший расклад, какие-то очень благотворные перемены, старшие арканы. И даже в конце месяца выпадает карта звезды. Это тоже карта очень тесно связана с водолеем. Она под планетой Уран находится. То есть это тоже все ваши стихии, ваши энергии. Так что будет очень хороший месяц. Итак, у нас карта король мечей, которая говорит о том, что вы будете в этом месяце, во-первых, очень уважаемы, будут считаться с вашим мнением, будет очень много результатов вашей деятельности. Скорее всего, вы будете или организовывать что-то, может быть, для большого количества людей, или, может быть, вы будете вместе с кем-то начинать какое-то дело, или, может быть, очень важное что-то происходит в вашей жизни, что будет влиять на будущее. Какие-то планы, которые вы давно вынашивали, вы, наконец, начинаете осуществлять именно в октябре. Первая часть месяца — карта отшельник. Здесь будет, скорее всего, очень много работы. Вы будете сконцентрированы на том, чтобы у вас все проходило очень правильно, да, чтобы не было никаких ошибок. И для того, чтобы вот этот период прошел очень плодотворно, да, приходится очень много времени тратить на работу, на деятельность, на услуги на какие-то. Может быть, нужна кому-то помощь, вы тут как тут. Может быть, вы что-то помогаете ремонтировать. Также карта, связанная с здоровьем, да, то есть здесь неплохо было бы позаботиться о своем здоровье, о правильном питании, о том, чтобы отдыхать вовремя и так далее. То есть нужно какое-то время на уединение, потому что, скорее всего, будет очень много людей вокруг вас, и вы должны восстанавливаться. То есть найдите себе время обязательно для себя. Также эта карта, когда мы повышаем свой профессионализм. Допустим, выяснится, что есть какие-то слабые места у вас, и вы будете постоянно здесь вот работать, получать какой-то новый опыт, учиться, возможно, у кого-то. Также хорошая карта для того, чтобы решать вопросы с государственными какими-то службами, да, вот вы здесь вот добьетесь того, что нужно. И очень хорошее время для того, чтобы как-то организовать свое рабочее место, да, вот это пространство, где вы работаете. Может быть, будете покупать какие-то инструменты специальные или какую-то технику для того, чтобы вот ваша работа проходила так, как нужно. Середина месяца — десятка чаш, но тут уже исполнение всех ваших самых смелых желаний. И действительно здесь очень много будет эмоций по поводу того, что вот за это время произошло, да. Десятка чаш — это у нас карта коллективная, то есть это не один я радуюсь, да, это вот все участвуют в этом празднике, в этой радости. Может быть, действительно какое-то торжество будет, к которому вы тут долгое время готовились, или организовывали какой-то проект для большого количества людей, и вот здесь как раз все удалось. А десятка чаш — это карта как раз такого уже отдыха, когда основная работа выполнена, да, и мы уже можем наслаждаться тем, что у нас получилось. Но мы здесь не просто как-то пассивно себя ведем, мы здесь на полную катушку, как сказать, участвуем, да, вот в том, что вот здесь происходит. Это могут быть какие-то семейные торжества, это может быть что-то
на работе происходит. Это может быть, кстати, спортивные какие-то мероприятия и конкурсы, да, в которых вы можете выигрывать. В общем, что-то такое очень интересное. А для последней части месяца выпала карта смерть. Да, это значит, что все лишнее уходит из вашей жизни, заканчивается какой-то период, какой-то цикл. А здесь могут быть изменения, связанные не с вами лично, да, а именно то, что происходит вокруг вас. Может быть, это происходит у близких людей, в коллективе, в государстве, в вашем городе, да, вот может быть что-то такое происходить, что будет накладывать отпечаток и на вашу деятельность, на вашу жизнь. Это хорошая карта для того, чтобы погашать большие долги, кредиты. Может быть, допустим, вы долгое время выплачивали какие-то проценты. Вот здесь может окончание быть. Наконец-то перестаете вы уже быть кому-то должны. Хорошее время для того, чтобы решать вопросы с деньгами, ну, допустим, какими-то там ценные бумаги, вот вы вкладывали, может быть, вы их обналичите или еще как-то поменяете здесь статус этих денег, этих бумаг. Может быть, вы будете решать вопросы, связанные с деньгами партнера, да, здесь могут быть деньги по суду возвращаться, допустим, к вам. А также здесь счета, налоги, какие-то деньги, в общем, которые находятся в обороте, там, в бизнесе, допустим, да, может быть, партнер появится, который вложит в ваше дело, в ваш бизнес деньги. В общем, здесь может быть вполне тема, связанная или с деньгами, или с какими-то ситуациями, которые вот от нас не зависят, да, это правительство, это начальство, это там банки, люди, в общем, которые вокруг нас, у них тоже что-то может такое происходить, и на нас это накладывает отпечаток определенный. Также здесь может быть наследство, здесь может быть завещание, здесь может быть какое-то судебное решение, да, или вот даже просто с судьей какие-то вот как бы разговоры важные, да. Так, что еще здесь может быть? Ну, бывает так, что военные, полицейские, пожарные идут по этой карте. Но так как это Водолей, и здесь такие карты, которые больше говорят о деятельности, да, может быть, вполне вот эта карта связана с предпринимательством, может быть, новое какое-то направление в бизнесе. Может быть, встреча с такими людьми, которые вот поменяют полностью ваше представление о бизнесе, о деньгах, да, и это как бы начало вот вашей новой жизни именно вот в делах, в карьере, в бизнесе. Отношения. Здесь выпадает королева жезлов. В отношениях вы будете, скорее всего, влиять на своего партнера, и, скорее всего, будет все так, как вы хотите, потому что, скорее всего, вы ведете себя очень как бы уважительно, и если даже чего-то требуете, то партнер понимает, что это справедливо, да, и из уважения к вам он будет как раз все вот эти ваши требования исполнять. В принципе, вот вы как бы в отношениях главное, вы контролируете, вы стараетесь, чтобы все было распределено правильно, да, то есть вот такая роль. Ну и в то же время вы как человек такое солнышко, да, которое и согреет, и порадует, и хорошее доброе слово скажет. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Девятка бубновая. Ну, карта говорит о том, что вот период одиночества для вас заканчивается, когда вы только сами себе хозяин, да, вот здесь, скорее всего, появляется новый человек, ваша жизнь меняется. И это, наверное, вот у нас окончание месяца. А для тех, у кого уже есть отношения, десятка бубновая. Какой-то сюрприз может быть от вашего партнера, и, скорее всего, это будет что-то связанное с карьерой, да, вот что-то будет
или с вашим там развитием, саморазвитием, да, может быть, это все-таки не чисто вот по отношениям какой-то сюрприз, а вы что-то такое узнаете о своем партнере, что вас удивит. А также здесь карта может быть обучение, да, то есть, может быть, один из партнеров будет учиться или получит диплом. Хорошее время для того, чтобы, может быть, новых друзей заводить, да, и в дом приходят какие-то новые люди. А для тех, кто в ссоре, дама трефовая, карта говорит о том, что вот в ваших отношениях есть неискренность, есть обман какой-то. И пока он присутствует, нет смысла в том, чтобы отношения продолжать. То есть сначала нужно как бы сказать правду друг другу, да, а потом уже решать, быть вам вместе или нет. Теперь работа. В работе выпадает шестерка мечей, а это карта перемен у нас всегда. Перемен к лучшему, перемен заслуженных. И вот по шестерке мечей мы обычно меняем не просто какое-то направление в деятельности, да, а меняем работу, меняем, может быть, город. В общем, как-то очень значимо вот так изменения происходят. Возможно, это будет та же самая деятельность, но в другой организации, допустим. Шестерка мечей у нас карта, которая все-таки связана с какими-то обязательствами, соглашениями, договорами, да, и вот мы как раз можем во всем в этом участвовать, какие-то бумаги оформлять, подписывать. Для тех, кто в поиске работы, вот если ваша работа связана с коммерческой деятельностью, с финансами, это вот замечательный месяц для того, чтобы вы такую работу нашли. Ну или в торговле, допустим, да, в коммерции, вот очень много у нас обычно вакансий в этой сфере. А для тех, кто имеет работу уже туз пиковый, карта говорит о том, что в работе будут какие-то сложности, связанные с настроением. Допустим, будет какое-то противостояние, может быть, в коллективе, да, нет настроения работать. Или вот кто-то за спиной какие-то слухи распускает, опять же на работе отражается. Или, может быть, будет настроение такое вот, ну, как сказать, может быть, депрессивное такое состояние из-за того, что перемены назрели, да, и вот трудно дождаться, когда же, наконец, все изменится. Ну, допустим, вы собрались уходить на другую работу, вам нужно отрабатывать 2 недели, да, и вот вы из последних сил это делаете, потому что вы уже давно хотите как бы выйти из этого там коллектива, из этого состояния, уйти с этой работы, начать заниматься чем-то другим, и вот у вас вот такое вот чувство, да, что вот вынуждены вы это делать, вот может что-то такое быть. Кроме того, здесь еще ситуация, когда вот кто-то из коллектива активно вмешивается в вашу жизнь, да, может быть, даже вы не знаете, кто это, но это может даже за вашей спиной происходить, либо слухи какие-то распускает о вас, либо еще как-то вмешивается. Тут вот очень может быть ситуация неприятная, может быть, из-за этого вы и собираетесь вот менять что-то в работе. Но в любом случае, вот здесь перемены к лучшему. У вас все шансы есть улучшить свою жизнь. А для тех, кто своим делом зарабатывает, туз трефовый. Карта говорит о том, что вы можете новое какое-то направление в своей деятельности, вы можете заключить какой-то договор, может быть, с каким-то поставщиком новым или с новыми клиентами, очень важными такими, да, которые окажут влияние большое на ваше дело, может быть, рекламу вам создадут или еще что-то такое очень хорошее будет от них исходить. Хорошее время для сделок, для соглашений, для заключения каких-то контрактов. Вот, в принципе, здесь начинается какой-то новый у вас период. И вот посмотрите, вот есть у нас в конце месяца, да, вот карта, которая говорит о том, что вы будете, скорее всего, на новый уровень выходить. И это надолго.
Все это, конечно, к лучшему, это непросто, но в любом случае здесь все на благо вам. По финансам выпадает карта старшего аркана «Справедливость». Это очень хорошая карта для денег, особенно когда вы работаете с людьми, оказываете услуги, консультируете и так далее. Если вы работаете с юридическими какими-то вопросами, темами, да, это очень хорошая карта для этих сфер. Для тех, кто на зарплате, валет бубновый, здесь карта вот как раз принятия решения по деньгам, да, вот если выбираете работу, то, скорее всего, вот на деньгах у вас отражается, то есть улучшение будет в финансах, это может быть какое-то происшествие на работе послужит тому, что вы будете искать новую работу, и у вас появляется даже лучшая зарплата. Для тех, кто зарабатывает своим делом, карта говорит о том, что будут деньги приходить не только от вашего бизнеса, но и от семьи. Это будут деньги партнеров, родителей и других членов семьи. В принципе, денег у вас будет достаточно. Очень хорошая карта для оформления сделок по покупке или по продаже недвижимости. Здоровье. Выпадает паж чаш, очень хорошая карта для здоровья, когда у нас прямо обновление такое в организме происходит, несмотря на то, что это осень, октябрь, да, карта паж чаш, она как весна, то есть у нас в душе весна, и здоровье наше, организм наш обновляется. Также эта карта говорит о том, что мы можем злоупотреблять здесь сладким, мы можем злоупотреблять какими-то вкусностями, да, что здоровью вредит. Поэтому вот на это нужно обратить внимание. То есть не поддаваться каким-то вот искушениям в плане еды и питья. В конце месяца у нас карта выпадает звезды, а это значит, что многие из наших желаний исполнились, или то, о чем мы давно мечтали, начинает осуществляться. И мы вообще в конце месяца уже совершенно другим человеком стали. Мы себя по-новому осознаем. Люди нас видят по-другому. Наша жизнь вот как бы перешла из прошлого в будущее. То есть вот то, что для вас сегодня кажется будущим, да, вот в конце октября вы уже в нем будете жить. Друзья, желаю, чтобы все у вас только лучшее сбывалось. Желаю, чтобы у вас месяц октябрь прошел самым лучшим образом и порадовал вас. Всего вам доброго, до новых встреч.